Очень приятно всех видеть, очень представительская здесь делегация сегодня. Значит, вот такое немножечко экспромтом, может быть, да. Значит, благодаря Гаяр Эфенди уж у нас такое состоялось вот уже несколько много лет. Мы ифтары вместе, мы единственные, кто проводим вместе с тюркскими народами ифтар каждый год. Мы проводим тюркские встречи. И вот как-то у меня очень сильно осталось впечатление, на ифтар мы собрались здесь, наверное, помните, да, и начал выступать карачаевец, нагаец, кумык, несколько человек, а мы сидим, все понимаем, у нас же один язык, были, да. И поэтому, может быть, через 50 лет, может быть, через 100 у нас все равно будет интеграция, поскольку у нас один язык. Тюркских народов в мире где-то, в районе, наверное, 250 миллионов, да? На русском языке тоже говорят 250 миллионов, да? С республиками вместе. Вот, поэтому, вот, наверное, все равно надо над этим задумываться. И вот у нас пожелание такое, значит, чтобы вы нам направляли свою молодежь, и вот у нас больше специфика насчет молодежи. У нас там вот это самое, в Татарстане тоже вот была дискуссия, и вот один парень задал вопрос, вот если у молодого человека спросить, вот современного, значит, тебе зачем татарский язык нужен? Вот. Зачем тебе вот эта своя культура и так далее? К сожалению, многие молодые люди на этот вопрос ответить не могут. Понимаете? Ведь идея России с тюркским миром, это именно еще ответы на этот вопрос, понимаете? Если мы вот так вот сможем вместе сотрудничать и работать продуктивно, то тогда родной язык понадобится. Нашим детям, нашим внукам понадобится. Вот. Это еще одно направление, понимаете? Вот. Для чего-то наш язык, наша культура, которая, в общем-то, она тоже тысячелетиями собиралась. Она же не просто так вот пришла. И наши идеалы. Вот. Это было бы очень важно. Но война идет. Она идет в сторону унификации, унитаризации нашего государства. Наверное, это выгодно тем, кто зарабатывает деньги, понимаете? Но это совсем не в интересах нашего народа и наших народов, да? Вот. И вот что делать вот в этой ситуации? Нам что делать? Самое главное, найти выход, как нам сделать общность идей, общность, целостность вот такого культурного наследия или исторической общности в дальнейшем и так далее. Но еще раз повторяю, что Туран, идея Турана, как раз исход из культурного объединения тюркских народов и тюркского мира. Почему русские там не окажутся? Пускай, пожалуйста. В дальнейшем это можно и организовать. Что едино, например, идея есть, я, насколько знаю, славяно-тюркская единая, вот идея пространства, идея есть, и в Азербайджане существует. Я связывался с ними и так далее. Есть закон, страшный закон диалектики. Природа или Бог заложил внутри человека эту борьбу. Его в обществе, в мире. Вот как-то в 92 году мы с армянами встречались, я возглавил азербайджанскую диаспору, с той стороны был какой-то представитель посольства Армении. По-моему, Артур, что ли, его звать. Он говорит, что вы хотите? Мир находится в состоянии динамического равновесия. Кто сильнее, только и поедет. Я просто хочу сказать, что эйфория о том, что будет всемирный мир, этого не будет. Это против закона диалектики. Конечно. Долг политиков, общественников, гражданского общества состоит в том, чтобы не доводить до крайности. Понимаете, это борьба внутри нас. Вот я внутри себя тоже сам с собой борюсь. Сделать, не сделать. Добро сделать, зло сделать. И также между государством. Это динамическое вот это отношение, динамическое равновесие, она очень устойчива, технолизм. Да? Вот. Но другое дело, мы здесь тюркоязычные или тюркские народы, которые живут в России, каждый вечер смотрим этот телевизор, Богу молимся, чтобы вот Эрдоган с Путиным обнимались и братались. Вот желание наше такое только в этом. Да? Но с молитвой это не получается, да, поймите правильно. Я должен сказать, что вот турецкое руководство и российское руководство последние 15 лет проявляет очень большую мудрость. Путин, вот особенно вот это последние годы карабахских событий, просто очень много поступил. И Эрдоган. То есть этот подвиг повторял Ататюрк и Ленин. И сегодня, через 100 лет, это Путин и Эрдоган. Греки говорят, не носите на себя прошлое, это очень тяжелая груз. Вот скинули они это.
И начинается прекрасная перспектива. Я с вами полностью согласен, что этот регион, Черное море, должно быть это море дружбы. Хотя я уж сразу сказал, что такого всемирного мира не может быть. Ну, не будет. Вот они ну, есть. миссия вот ваша в том числе, вот других общественных, чтобы сблизить надо. Между Турцией и Россией нет никаких, мне кажется, серьезных проблем, которые бы привело бы к какому-то серьезному конфликту. Вот. Ну, вот там в Турции тоже озвучьте. И вот большая благодарность Эрдогану, я его уважаю, люблю этого человека, потому что он действительно вот держит свое слово, не хитрит, не юлит. Вот. И к России он относится с большой любовью. Спасибо ему за это. Потому что он знает, что его братья здесь живут, это их родина. Враждовать с Россией нельзя. Я хочу мира и спокойствия в этом регионе, потому что чисто эта логика говорит о том, что без друг друга мы здесь пропадем просто. К этому идет. Я это не только чувствую, я работаю над этим, пишу, проявляю. Даже самая элементарная вещь. Я за 6 месяцев до того, как Россия оказалась в Сирии, писал, что если Россия туда войдет, не учитывая интерес Турции, конфликт вооруженным путем, не таком, а конфликт неизбежен. Надо учитывать интересы друг друга. К этому первоначально прошло. После кризиса мы поняли друг друга, начали понимать. Понимаете? Еще раз говорю, современное устройство мира уже это не то, что век империи. Никто никому не позволит захватывать территорию, потому что начнется опять хаос. Никто не сможет остановить войну. Вот крымская тематика, почему я не случайно сказал. Конечно, Россия это его политика, я не вмешиваюсь в российскую политику. Я смотрю со стороны, с Турции. К чему это привело? Ухудшение региональной ситуации. Ослабила позицию Турции, ослабила руки Турции в этом вопросе. В Черноморском регионе сейчас проводятся постоянно какие-то военные учения и так далее. Как со стороны НАТО, так со стороны России. Турция это выгода? Нет. Турция вынуждена участвовать в этих выборах. Понимаете, вот учитывая эти факторы, учитывая это, мы можем создать такие платформы, которые уменьшат риски. И в современном мире, в политологическом мире, так, в международных отношениях есть такое понятие, что чем больше экономические страны друг с другом связаны, взаимосвязаны, тем меньше ожидаемости введения войн. Российские и турецкие отношения должны основываться на двухсторонних взаимовыгодных соглашениях, договоренностях, укрепляться фундаментально этим вопросом, что обязывало эти государства делать это. Вот выборы Турции, придут кто-то, не изменится ничего, внешняя политика пойдет нормально в Руси. То же самое в России. Путин сегодня у власти, завтра что произойдет, какие отношения ожидает Турция с Россией, что будет делать, кто придет, каким образом будет, понимаете? Обеспокоенность и тут есть, и там есть. Поэтому для нас очень важно, прежде всего, еще раз повторю, непосредственно, конечно, отношения, не только на бумажке, еще раз повторю, фундаментальное вот этот подход, это нам необходимо, что это даст нам возможность видеть будущее и как-то реагировать на это нормально. Вот проблема в этом. У нас же тоже есть голубая мечта, вот метафизический смысл Да. вот, нашего двуголового орла российского. Так вот, одна голова должна быть все-таки славянской или православной, русской, а вторая должна тюрко-мусульманской быть. Понимаете? Вот когда две головы, и вот мы мечтаем, что там в одной части Эрдоган, допустим, Путин. Да, они будут конкурировать друг с другом, но конкуренция всегда нужна для развития государства. Без конкуренции государство тоже не будет развиваться. Ну, я не говорю, что конкуренция, Да. но она должна быть Она кооперативной. здоровая конкуренция. Поэтому Конфликтность минимальная. да. Вот хотелось бы, чтобы так было. Турция – государство, которое имеет свои национальные интересы вообще. Кто бы ни пришел у власти, там ничего серьезного катаклизма не будет. Просто может быть чуть-чуть уменьшится. Ну, там. кроме офицеров там. Современный мир уже другой. И международные законы – это необходимо прежде всего нам, а не американцам. Мы, используя это, уже можем давить или там объединить вокруг себя других государств и тому подобное. А так? Технологии развиваются все-таки в Турции? Или это инерция немецкий? Какая немецкая? Турцы сами делают много. Конечно, но по сравнению с Германией тут еще не выгодно. В Турции в военном вооружении, видите, пошли иным путем. Самолеты не можем создавать, тогда создаем
высокотехнологическое вооружение, летающее вооружение. Ну, там не только Байрактар, там много другого тоже есть. Если ты отстал технологически, ты потеряешь все. И Да, государство, технологически и Турция земли, и всё, да. развивается. Еще раз Особенно говорю, упор сейчас надо делать на искусственный интеллект, потому что очень идет страшная там, сейчас борьба. там Турция неплохо. Да, ну, я не знаю ситуацию, просто я знаю, что делают американцы, что делает Ну, они уже давно, Да. китайцы тоже. Китайцы особенно. вот, китайцы. Вот у меня, я где учился, там вообще, я был единственный не русский. Сейчас по току выхожу, из 29 человек, что 20 китайцев. Сидят и все фотографируют. Еще раз говорю, самый главный недостаток, что здесь не знают Турцию. Да. Надо поехать встречаться. Совсем не знаю. Да, совсем не знаю. Совсем не знаю. У нас Вот вот договориться, например, Yurtdışı Türkler Başkanlığı есть, организация связи внешними тюрками. Напишите официальное письмо. Мы пролоббируем, тем более там... Нет, здесь можно фестиваль тюркский провести. Не, Почему? Нормально. это другое. Я говорю, выйдите туда, заключите договор об обучении детей тюркского происхождения. Турция берет это все на себя. Да, нам что нужно? Меньше проблем с какими-то непонятными структурами. Поэтому деятельность нужно вести с государством. Между нашим государством есть договоренность о взаимном обучении, взаимном договоре. Ну вот у нас Наиль, вот он очень общается с посольством Турции, да? У него друзья из посольства Турции, например, он общается. И у нас часто здесь бывали представители турецкого посольства. Ну, пожалуйста, отлично. Общаемся. Напишите в прессе это, что мы любим, общаемся. Турция, выйдите различным организациям, выйдите различным партиям турецким. Официально обращайтесь, они вам обязательно дадут встречу. Представительство надо открыть там активно поддерживать связь с различными политическими партиями, узнать их мнение, подходы. Например, буквально Эрдоган же тоже не стал сразу таким политиком, который начал политику по отношению к России или там по тюркскому миру. То есть время само оказывает влияние и направляет на правильное русло. Я все, что вы сказали, с полуслова все понимал и понимаю. Вот мы на эту тему говорили, и вот мой коллега ушел, Ильдар Темушев, тоже говорили хорошо. У нас тема, наша тюркская тема, тема российско-турецких отношений, это тема вечная. Конечно. Если мы возьмем нашу древнюю историю, а я родом с Алтая, я алтайский тюрк, у России и у Турции одни общие корни, потому что мы происходим с вами из одного гунско-тюркского субстрата, из одного государства, Великого Тюркского Каганата. Вы пошли южным путем Огузы, мы северным путем. Вот тюрко-татары и все остальные, так сказать, народы, по сути, мы являемся одним народом, говорящим на разных наречиях. Что вот из того, что сказали, сейчас хотя люди устали, одно нам понятно, что мы должны двигаться друг другу навстречу. Я как-то об этом интервью давал, как раз на эту тему. Мы не дорабатываем взаимно. Что в России мы не дорабатываем в отношении Турции, и в Турции тоже не дорабатывает в отношении России. России в широком смысле, в масштабах Советского Союза, если говорить. Понимаете? Мы не дорабатываем. По сравнению с иранцами, я вот видел, как иранцы работают, как арабы работают. Мы не дорабатываем. Это наш, можно сказать, это наш такой тюркский недостаток, общий для всех нас. Вот я, например, скажу. Мы же не знаем, вот Россия не знает, в мире не знает, почему Турция заинтересована в Сирии, в Ираке. Никто не знает, что 100 лет назад никакой Сирии, никакого Ирака не было. Это все было одно великое государство, Османская империя. И теперь только мы понимаем, что там остались ваши предки. Предки азербайджанцев, предки турков, туркоманов. Вот Путин спрашивает, какие туркмены там вдруг там в Сирии. Это, оказывается, надо же объяснять, что это наши предки. И мы обязаны защищать своих предков, свой родной дом. Это все равно, что Россия, если бы не защищала Киев или там... Это родина, откуда все пошло.
Тогда нам все станет понятно. Также и в Турции не понимает, что мы в России, в Советском Союзе тоже составляли сообщество, разделились на разные республики. И вот сейчас мы, что такое мы сейчас тюрки? Есть тюрки вот внешние, это вы, есть тюрк СНГ, это вот наши 6 республик. И есть мы, тюрки, коренные тюрки России, для которых мы здесь не чужие, мы здесь изначально на территории России. Родина, да? Это наша родина, когда она еще Россией не называлась. Это наша родина. И поэтому мы в этом отношении находимся несколько в таком отстраненном положении, конечно. Тем более вот восточные тюркские народы, как и в Советском Союзе, Российской Федерации из 20 с лишним республик, половина тюркских республик. 4 в Сибири, 3 по Волжье, 3 на Кавказе, и во всех республиках есть тюркское население, тюрко-татарское население, если так говорить. Знаете, вот, и в этом отношении мы должны друг друга знакомить друг друга и учиться друг у друга. И вы очень правильно говорите, что мы вот не ездим, нам надо иметь связи. Естественно, вот правильно сказали, бюрократия и с той, и с другой стороны. И самое главное, чего нам не хватает, это недостаток культурно-просветительского плана, недостаток культурно-цивилизационного масштаба, порядка. И еще самое главное, вот мы, тюрки России, составляем в процентном отношении второй этнос после русских в Российской Федерации, но мы не составляем. Фактически мы не играем этой роли ни в политике, ни в общественной жизни. Почему? Потому что сила тюрков в многочисленности и слабость тоже в этом. А чтобы понимать, что ты тюрок, это еще не доросли до этого. Некоторые вообще даже назваться не хотят так. Да. Потому что очень много времени прошло. Да. И вот это нам надо, конечно, преодолевать. И то, что делает вот наше руководство на межгосударственном уровне, прекрасные отношения, экономические отношения, вот строительные отношения и так далее. Но вот именно в культурном и самое главное у нас в России, что может Турции недопонимать, в России нет СМИ, наших СМИ нет, конечно, которые отражали бы точку зрения русского народа. Мы прекрасно знаем, нету русских СМИ. Да. Вот мы не имеем выхода на СМИ, ни на какие СМИ. На телевидении, на пушечный выстрел не подпускали в советское Сейчас, время, не понимаете пускали. как, сейчас Понимаете? уже время технологий. Да. Сейчас есть можно интернет-СМИ Да, сделать, интернет-СМИ, но мы там тоже плохо работаем, пока еще. После расчленения СССР мы даже не знаем, как живут наши время я его... братья в других союзных республиках. Тоже плохо знаем. Не только Турция. Мы плохо знаем, что происходит в Узбекистане, Казахстане, Туркмении, вообще закрытое государство. Мы специально на видео снимаем, люди увидят, да. Сегодня мы здесь собрались в штабе татар. Мне было самому очень интересно. Я впервые нахожусь в таком помещении, в таком, как скажем, в кругу, уютном в кругу. Было очень интересные разговоры, беседы, обмен мнениями. Здесь практически собрались все тюрки России, если так можно выразиться, выходцы из различных регионов и этнических представителей различных регионов. Разговор шел о взаимоотношениях между Россией и Турцией, о будущем этих отношений, о проблемах, как преодолеть эти проблемы, как сделать так, что наши государства еще более сблизились, было меньше проблем и так далее. Ну, большое спасибо, я выражаю глубокую благодарность организаторам. Я думаю, что такие вот встречи дадут нам возможность еще с глубоким, так скажем, вдохновением и работать, и смотреть с оптимизмом на будущее. Спасибо большое. Спасибо Татарскому дому. Здесь, в общем-то, люди встречаются для созидания чего-то хорошего. Здесь встречаются старые друзья. И сегодня то, о чем мы сегодня говорили, это было очень интересно. Действительно, нужно встречаться и сближать народы на культурно-просветительской основе. И спасибо большое Рустаму Фаизовичу. Сегодня был очень продуктивный и полезный разговор для всех, и для принимающей стороны, и пользуясь случаем,
как руководитель азербайджанской общины Московской области, хочу выразить благодарность Рустаму Ямалееву за такую организацию вечера. Я хотел бы выразить благодарность штабу татар во главе Рустама Фаизовича Ямалаеву и Гаярбей Искендарову. Вот теплый прием, который нам оказывает Азербайджанскому национальному культурному центру, азербайджанской диаспоре. И мы всегда тут чувствуем себя в своем доме. Вот сегодняшняя встреча нашим уважаемым там профессором Тограл Исмаилом, друзьями, нагайцами, молодежи татарской, вообще там вот тут всегда вот эта культурно-просветительская обстановка, близость тюркских народов, татарского народа, вот это вот приходишь сюда, как бы обновляешься, очищаешься, чувствуешь себя, заряд бодрости получаешь, поэтому нам всегда тут приятно. Благодарю всем, кто трудился за этот дом, что люди потратились и всегда тепло встречают нас. Огромное татарскому дому и штабу татар благодарность. Спасибо вам. Я сегодня видел своими глазами, вот в этом штабе люди собрались, туркоязычные люди, это радует. На такие собрания мы должны постараться привлечь молодежь, наше будущее, мы с ними должны работать. Огромное спасибо аксакалам татарского штаба. Надеюсь, что наша дружба будет дальше продолжаться. Сегодня, так немножко экспромтом получилось, но мероприятие получилось очень хорошее, шикарное, представительное. К нам вчера приехал из Анкары политолог, профессор турецкого университета Тограл Исмаил. Мы хотели у себя небольшом количестве азербайджанцев встретиться с ним и обсудить некоторые проблемы, но узнав нашу встречу, я поделился с Гаяром Искендаром Ахметовичем, он сказал, что давайте лучше здесь. Поэтому я считаю, что мы правильно сделали выбор, хоть он получился экспромтом, но выбор был правильный, что здесь в штабе татар турецкий профессор встретился не просто с азербайджанцами, а встретился с представителями сразу около 7-8 тюркских народов. Тем более здесь собрались именно профессора, представители нескольких народов, повторяю, тюркских. Поэтому он действительно получил большое удовольствие, общаясь с этими людьми. И люди, услышав его, получилось больше, чем полчаса его доклад. Но доклад был очень подробный, актуальный, сегодняшний, потому что сегодня российско-турецкие отношения – это уже не просто уже эпопея, это действительно грандиозная эпопея, потому что эти отношения настолько теплые между президентами, но настолько сложные между странами, потому что есть очень много противоречивых моментов, противоречивых кривотолков, есть очень много недоброжелателей улучшения этих отношений. Поэтому эти отношения, наряду с тем, что они улучшаются с каждым месяцем, с годом, они, тем не менее, появляются силы, причем темные силы, которые стараются эти отношения ухудшить. И особенно российское большинство даже центральных СМИ и большинство некоторых так называемых политологов новоиспеченных, они очерняют, искажают, в общем, раздувают любые элементарные проблемы российско-турецких отношений. Поэтому сегодняшняя встреча была очень на высоком уровне, была очень полезна как для лектора, так и для всех слушателей. И, соответственно, их вопросы, их дискуссии тоже обогатили его. Он видел взгляд не просто одного народа тюркского, а сразу нескольких народов. Поэтому огромное спасибо всем участникам этого мероприятия. Во-первых, хотелось бы поблагодарить штаб и организаторов за такую прекрасную конференцию, будем так говорить, за такую встречу, которая имеет огромное, просто колоссальное практическое значение той политической ситуации, общественно-политической конъюнктуре, которая сложилась и в России, и в мире, когда разного рода силы пытаются разжечь какое-то недопонимание между народами, между национальностями, рознь. Вот такие встречи, они способствуют как раз налаживанию диалога. Я представляю движение «Трудовая Россия», являюсь сопредседателем движения. Вот наш лидер, безвременно ушедший из жизни, Виктор Анпилов, он очень часто встречался с представителями
разных народов, национальностей, с диаспорами, и как раз пытался найти то общее, которое смогло бы всех объединить и сплотить в борьбе за социальную справедливость, за братство, за равенство. И вот в выступлениях, которые здесь звучали, лично мне было очень отрадно слышать аналогии, аллюзии с Советским Союзом, с советским опытом. И я считаю и убежден в том, что в нынешней России, да и в нынешнем мире нужно как можно больше брать из опыта Советского Союза, как наиболее успешного опыта, когда в начале 20 века какое количество империй рухнуло. А советскому государству удалось, и руководителям, первым руководителям советского государства удалось усадить и народы Кавказа, и тюркоязычные народы за единый стол, да, и договориться остановить кровную вражду, остановить вот те войны, которые шли. И народы встали на путь прогресса, на путь справедливости, и это очень важно сегодня. Лучше из этого опыта брать, перенимать и тем самым останавливать вот те горячие точки, те очаги, которые пытаются разжечь, поливая, скажем так, пожар бензином. Вот давайте все-таки избегать вот таких острых углов и наоборот приходить вот к единству в понимании того, что нужно сейчас делать, и все-таки смотреть вглубь и в корень проблемы. Мы считаем, что в нынешней общественно-экономической формации, при нынешнем строе, это будет сделать, ну, мягко скажем, крайне проблематично. Надо менять систему и тем самым менять саму политику национальную, чтобы больше было прав у народов и в изучении языков. Ну, что делало, скажем, советское государство, да, поднимая культуру, всячески способствуя развитию языков и популяризированию и взаимопроникновению культур. Вот давайте в этом направлении работать, и тем самым мы предотвратим возможность столкновения в настоящем и будущем. Сегодняшняя встреча, я считаю, что прошла очень удачно. Среди нас появился наш турецкий гость Тагрул Исмаил, известный политолог, профессор и историк. Он много интересного рассказал об истории российско-тюркских отношений, турецких отношений. Поэтому нам надо почаще встречаться. И чем больше будет связи между нашими народами, чем больше у нас будет общих тем для разговоров, я считаю, что от этого мир только выиграет. Будет крепче наша дружба, будет стабильнее ситуация во всем регионе евразийском. Вот это я считаю, вот это основное. Нам нужно укреплять связи снизу. Вот сверху пусть думают политики, а народ пусть занимается народной дипломатией.